В эфире новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Глава Якутии подвел итоги программ с гражданской инициативой и рассказал о будущем Центре управления регионом. Вековой юбилей отмечает одно из старинных клинико-диагностических учреждений Дальнего Востока. Лаборатории Якутской городской клинической больницы исполнилось 100 лет. Ежегодная проблема в Якутии – отказ системы автомобиля от экстремального холода. Наши коллеги узнали, как правильно утеплять своего железного коня. Сегодня состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она пройдет в видеоформате и будет включать элементы прямой линии. Региональные журналисты будут работать на спецплощадках в своих федеральных округах, а в Москве представители СМИ соберутся в Международном центре торговли. При этом каждый россиянин может задать свой вопрос президенту. Для этого необходимо зайти на сайт moskvaputinu.ru или через одноименное приложение. Все поступающие от россиян обращения обрабатываются волонтерами. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок. В частности, до сегодняшнего дня должны быть внесены изменения в приказ Минздрава. Министру Михаилу Мурашко поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников. Роспотребнадзор, в свою очередь, должен продолжать постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и информировать правительство о выявленных рисках. Глава Якутии оценил реализацию проекта «Родные города и села». После его послания ровно год назад под этим проектом объединили все программы, связанные с гражданскими инициативами. Среди них программа поддержки местных инициатив, общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в 21 веке», региональный проект формирования комфортной городской среды, программа «Комплексное развитие сельских территорий». АСН Николаев отметил хорошие темпы в их реализации и поблагодарил всех за работу. Он также поручил максимально привлекать местное население к благоустройству, создавая рабочие места, и рассказал о важности и целях создания Центра управления регионом. Задача Центра управления регионом – это повышение качества и скорости работы с обращениями граждан, выявление проблем и своевременное реагирование на эти обращения и контроль за их исполнением. В этом, конечно же, я вижу огромный потенциал для корректировки деятельности глав муниципальных образований всех уровней. Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников поручил выяснить причину технологических нарушений в электроснабжении в Нерюнгринском районе. Об этом было сказано во время заседания штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения Якутии. По информации главы Нерюнгринского района Виктора Станиловского, в момент первого технологического нарушения энергоснабжение в Иенгри и Золотинке было восстановлено в течение 7 минут, в Серебряном Бору в течение 45 минут, в Беркаките и Нерюнгри ограничения составили более 2 часов. На время повторного отключения, где под ограничение в большей степени попал поселок Беркакит, были организованы дежурства автобусов, медицинской помощи и аварийные бригады. Алексей Колодезников поручил провести расследование, обеспечить строгое соблюдение требований по оперативному информированию и служб и ЕДДС. Перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов расширили в правительстве России. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Данная мера позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая услуга – сопровождение гражданина соцработником в стенах медучреждения. Речь идет о пациентах, проживающих в специализированных лечебницах. Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи. В случае госпитализации им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь будет выплачено до конца года, а не, как положено, в первой половине января. Отметим, такая практика в региональном отделении фонда соцстрахования не нова. Заблаговременные выплаты в конце года производят в связи с длительными выходными в январе. Получают такое пособие в республике порядка 9 тысяч семей. У нас по республике в целом получает 8900 получателей по уходу за ребенком до 1,5 лет. Хочу сделать ремарку, что это именно работающие граждане,
которые сидят сейчас по уходу. Всего выплачено 144 миллиона рублей ежемесячно выплачивается в зависимости от размера заработной платы работающих граждан и в соответствии с количеством детей. Награды различных уровней вручили ленским медработникам. Так, врач-невролог детской поликлиники Любовь Мыреева получила звание «Заслуженный врач Якутии». О ее трудовом пути Светлана Балеева. Любимой профессии лечить людей, помогать им и словом, и делом Любовь Прокопьевна посвятила всю свою жизнь. В отрасли здравоохранения она трудится более 40 лет. С самых первых дней работы я приходила в детскую консультацию на консультацию. Тогда называлась не детская поликлиника, а детская консультация. Еженедельно приходила, потому что интерес к детской неврологии был у меня еще с прохождения интернатуры. В 1992 году вместе с Любовью Николаевной Баковой, сейчас вот она у нас главный врач, тогда она была заведующей детской поликлиникой, мы смогли организовать целую штатную единицу детского невролога. И вот уже с тех пор я стала постоянно работать только в детской неврологии. И вот уже 28 лет. Окончив Якутский государственный университет, Любовь Прокопьевна приехала в родной город Ленск, где успешно трудится по сей день. Начинала свою трудовую деятельность неврологом общего профиля, вела прием, одновременно работала в неврологическом отделении. Некоторое время возглавляла его. Также выезжала на вызова по отдаленным наследам. Сначала были трудности. Я помню, специально набивалась в эти бригады выездные по деревням, чтобы посмотреть всех, выявить всех детей. Осматривала школы, детские сады, детей до года. На приеме сидела. То есть самые отдаленные поселки, Иньялы, Талон, вот, Хамара, Турукта, Натора. В общем, везде я ежегодно ездила, выявляла всех больных. И в конце концов мы уже были под контролем все дети нашего района. Для детской поликлиники, по словам коллег, такой работник – ценный клад. Любовь Прокопьевна у нас врач-невролог, высококвалифицированный врач. Она у нас несет единственный врач, который помогает детям по неврологии, оказывает неотложную неврологическую помощь. Она у нас врач, который консультирует и в стационаре, и ведет амбулаторный прием наших деток. Заслуги Любовь Прокопьевны отмечены на государственном уровне. Ей присвоены звания «Отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия» и Российской Федерации. В копилке у врача огромное количество грамот различного уровня. Теперь ее коллекция пополнилась и республиканской наградой заслуженного врача Республики Саха-Якутия. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Вековой юбилей отмечает одна из старинных клинико-диагностических лабораторий Дальнего Востока. Лаборатория Якутской городской клинической больницы проводит широкий спектр исследований, позволяющих получить точную и достоверную информацию о состоянии организма. В год медучреждение делает порядка 1,5 миллиона анализов. Лаборатория оснащена современным оборудованием, на котором работают высококвалифицированные специалисты. Это врачи, техники, биологи, фельдшеры-лаборанты. Ежегодно внедряются новые тесты, чтобы более достоверно поставить тот или иной диагноз. Когда получаешь результат и начинаешь интерпретировать, и ты должен знать, как врач клинической лабораторной диагностики, ты должен знать организм человека, начиная с молекулярного, заканчивая клиникой, анамнезом. Когда у нас тяжелые пациенты, мы всегда советуемся, спрашиваем анамнез, какой анамнез у пациента, какие рентгенологические показатели, какие эндоскопические. И тогда после этого все сопоставляя, мы определяем, предварительный диагноз ставим. Вот такой-то, такой-то, такой-то. Если очень большая патология, мы сразу сообщаем в соответствующее отделение, чтобы поставили правильный диагноз. Актированные дни для учащихся школ объявлены сегодня, 17 декабря, в столице и ряде районов региона. По данным Управления по гидрометеорологии, в 6 часов утра температура наружного воздуха в Якутске в районе аэропорта составила минус 47 градусов, безветренно. В связи с этим объявлен актированный день для учащихся с 1 по 5 классы всех школ города Якутска и пригородов. Потепление произошло в среднем на всей территории Якутии. На севере от минус 45 до минус 49, в заречных районах в среднем минус 48, в центральной части от минус 45 до минус 47 и на юге сегодня в районе минус 40-42 градусов. От морозов страдают не только здания, но и автомобили. Ниже минус 40 градусов на технике начинает отказывать тормозная система, гидравлика, электроника. Ксения Журавлева разбиралась, как якутяне утепляют свои автомобили.
Опять не завелась. Зимой люди привыкли одеваться так, что никакие минусовые температуры им не страшны. Вот и двигателю автомобиля нужно то же самое. На морозе его детали быстро изнашиваются. Избежать этого поможет своевременное утепление авто. Существует много способов утепления двигателя на любой бюджет. Недорогие, к примеру, розетки и те, что позволит себе не каждый, системы Webasto. Но самым популярным остается старый дедовский метод – войлок под капот, хоть это и небезопасно. В магазинах же уже давно разнообразен выбор специальных автоодеял. Как правило, их покупают перед зимой, когда наступает отрицательная температура, то есть минус 5, минус 10, вот все начинают их закупать активно. Одни из самых действенных утеплений в Якутии. Так как они сохраняют тепло двигателя и при этом быстрее его нагревают, что, соответственно, экономит топливо. Но в северных регионах утеплять стоит не только двигатель. Из-за разницы температур в салоне и на улице замерзают стекла. Это мешает нормальному вождению. Все ставят двойные стекла, чтобы зимой по трассе не затягивало стекла инеем. И чтобы было тепло в салоне. Мы клеим двойное стекло вот на такой широкую изоленту. Мы ее называем газ-лентой. Вещь для Якутии очень актуальная, поэтому ее можно найти у нас во всех автомагазинах. В условиях Крайнего Севера не все средства согреть автомобиль хороши, говорят специалисты МЧС. Бывают и опасные, такие как обогреватели под передом автомобиля. Утепление машины на зиму – задача не из простых. Ее решению всегда мешает как сомнение в целесообразности утепления двигателя, так и ограниченность бюджета. Но можно сказать точно, если вы живете в суровых климатических условиях и активно используете автомобиль, утеплять его нужно однозначно. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Чемпион Азии якутянин Аял Лазарев, представляющий Кыргызстан, уступил в полуфинале Кубка мира сопернику из Польши. Теперь якутский борец сразится за бронзовую медаль чемпионата. Его соперник определится после утешительных схваток. Якутянин после 2 ярких побед на Кубке мира в полуфинале встретился с Робертом Бараном из Польши. Напомним, что именно он в 2016 году помешал Лазареву пройти в четвертьфинал Олимпийских игр в Рио. Однако якутянин одержал победу над поляком в ходе чемпионата мира 2017 года. Схватка на сей раз прошла под диктовку Барана. Борец оказался наиболее подготовленным к старту. Встреча завершилась со счетом 6-0 в пользу вольника из Польши. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.